25 марта в городе Санкт-Петербург прошли крупные соревнования по дзюдо. В спорткомплексе «Юбилейный» собрались около 700 участников со всех уголков нашей страны, чтобы принять участие в 23-м ежегодном фестивале детского дзюдо. И на днях наши спортсмены вернулись с этого турнира, завоевав комплект из 5 медалей различных достоинств. Подробности у Микаила Тангиева. На прошедшем турнире в Санкт-Петербурге наши ребята выступили в количестве 10 человек, трое из которых привезли медали высшей пробы. Одним из победителей турнира стал 11-летний Амин Ганиев, который выступает в весовой категории плюс 55 килограмм. Юный спортсмен успешно провел 5 схваток и в финальном поединке встретился с довольно опытным дзюдоистом. В ходе долгой и напряженной борьбы Амину все же удалось поставить точку в этом противостоянии и зрелищным броском отправить своего соперника на маты. Победитель признается, что финальная схватка была для него самой сложной и считает, что стать фаворитом встречи ему помогло умение грамотно контролировать своего соперника. В финале тоже я сперва проигрывал. Я зашел издалека. Я хотел сделать свой прием издалека, но у меня не получилось. Потом он ошибнулся, и я его выиграл. Вторым обладателем награды высшей пробы стал Магомед Алгатов, выступающий в весе 29 килограмм. Он также провел 5 встреч и с легкостью одержал победу в каждой из них. Начинающий дзюдоист делится, что упорно готовился к этим соревнованиям, благодаря чему в крайней схватке удалось большим отрывом взять верх над своим оппонентом. Финальный бой я провел бой с спортсменом с Москвы. Я победил его с помощью броском переднюю подножку. Я хочу стать, как Хамурзаев Хасан, олимпийским чемпионом. И, наконец, третьим победителем и обладателем заслуженной золотой медали стал 12-летний Ислам Султыга, выступающий в весовой категории 32 килограмма. В спортивную секцию он пришел сам, и вот уже на протяжении 6 лет занимается этим видом спорта. О своем решении спортсмен ни разу не пожалел. Этот спорт очень хороший, и там разные атаки, там техники очень хорошие. Перед тем, как отправиться на этот турнир, Ислам наравне с товарищами по команде ежедневно по 2 часа занимался в спортивном зале, полностью посвятив себя тренировкам. В результате это дало свои плоды. В финальном поединке спортсмен проводит зрелищный бросок своему оппоненту и тем самым вырывает победу в этой встрече. Это не первый раз, когда дзюдоист поднимается на верхнюю ступень пьедестала почета. Ислам до этого чемпионата уже 6 раз становился победителем различных соревнований, в связи с чем его смело можно отнести к спортсменам из разряда опытных борцов. Молодой дзюдоист с гордостью вспоминает, как для него сложился второй день турнира. Я досрочно все схватки выиграл сразу. И там в финале у меня встретился мой знакомый друг из нашего зала. Вот, с ним, у меня была сложная схватка, а все другие я сразу. Чего ты хочешь добиться в этом спорте? Я хочу стать олимпийским чемпионом, у меня это цель. Под руководством опытных тренеров в зале дзюдо занимается порядка сотни дзюдоистов. Тренерский штаб отмечает, что президент этого спортивного клуба Алаудин Парчиев периодически оказывает всяческую поддержку ребятам и помогает им во время выездных турниров. Наставники стараются ежемесячно вывозить своих подопечных на соревнования, тем самым определяя уровень спортсменов, исходя из чего они могут строить планы на следующие состязания. Дальнейшие планы мы собираемся работать. Вот сегодня наши юноши уже уехали на Кубок Европы в Тулу. Там старшие тренера сейчас тоже уехали туда. Там борются наши двое, Парчиев, Абу Муслим и Цуров. Я желаю им хорошо там выступить. Это как бы отбор на Европу. И старшие ребята туда тоже поехали. Такие вот результаты. Готовимся на СКВО, на Россию. Микаил Тангиев, Рамзан Миржоев, Новости 24.